Я приветствую всех, кто смотрит нас в Камраде и Кишиневе 7 часов вечера. Это программа «Цена свободы». Меня зовут Михаил Сергелей. Сегодня среда, 6 марта, и самое время поговорить о важных событиях. Призываю вас поставить лайк под этим видео и подписаться на нас в YouTube и Facebook. Тогда нас станет больше. Делитесь этим видео, отправляйте его своим знакомым и близким. Пусть как можно больше людей, особенно в Гагаузии, услышат правду о том, что происходит в автономии стране, и правду о войне в Украине, которая, несомненно, повлияла и будет влиять на нашу жизнь. Друзья, в первой части выпуска мы поговорим с Сергеем Брачуком, главой Общественного совета при Одесской областной военной администрации, об участившихся ракетных обстрелах Одессы, съезде Приднестровья и российских вояжах гагаузских политиков. Во второй части мы поговорим с Андреем Капторенко, журналистом-документалистом, о годовщине войны на Днестре и о том, почему в Молдове важно знать и помнить об этой войне. В третьей части мы поговорим с Татьяной Станевой, болгарской журналисткой в Украине, о пророссийских политиках в Болгарии, которые защищают пророссийских политиков в Гагаузии. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить о ситуации в Украине, в Одессе, в том числе и на фронте, если получится. Да, у нас на связи по скайпу Сергей Брачук, глава Общественного совета при Одесской военной администрации. Господин Брачук, приветствую, витаю. Здравствуйте, коллега. Слава Украине! Героям слава! Пан Брачук, обстрелы Одессы участились каждый вечер и Одесской области. Вообще, как это расценивать? Это подготовка России к чему-то или просто террор населения? Ну, во-первых, я бы сказал, называя эти вещи всегда базовыми. К сожалению, война продолжается. Война — это наши реалии. Война, которой уже скоро будет ровно 10 лет от ее начала и 2 года полномасштабного вторжения. Ну и, собственно, вы фактически даете направление моего ответа, когда говорите о том, что это террор чистой воды, это террор против, прежде всего, гражданского населения. И, к сожалению, в ночь с 1 на 2 марта, об этом знает весь мир, знаете, конечно, и вы прекрасно, у нас случилась очередная трагедия, потому что любая жизнь, она бесценна, а тут погибли 12 людей, среди них 5 детей, причем очень маленький возраст, самому младшему 4 месяца. Мы все отцы, мы все родители, мы прекрасно понимаем, какие эмоции вызывают такие сообщения. Поэтому террор, еще раз террор, и вот сегодня очередная была атака вражеская. Мы говорим о том, что целенаправленные удары по гражданскому сектору, целенаправленные удары прежде всего по нашим жилым домам, потому что маршруты, по которым запускают эти дроны камикадзе, они как раз проходят именно над такой застройкой, очень плотной городской, это густонаселенный район города Одесса. И, соответственно, вот эти маршруты, они дают, наверное, меньше возможностей сегодня более активно, я так назову, более активно работать нашим силам обороны и нашим мобильным огневым группам, потому что это усложняет работу. Мы прекрасно же понимаем, что любая боевая работа, она в случае, если она неэффективна, некачественна, она может привести к каким-то определенным нехорошим вещам. Поэтому нам приходится, наверное, проявлять сегодня больше умения, больше профессионализма для того, чтобы сбивать эти шахеды. Потому что, еще раз скажу, враг целенаправленно бьет по жилым кварталам нашего города, по тем кварталам, где просто разместить и даже там военную технику, а тем более какие-то военные производства, ну просто нет такой возможности. Никто же не поселит какой-нибудь промышленный военный объект в 9-этажку, как это, например, там говорят россияне. Более того, они же сами косвенно потом признают, что попадают в жилые застройки. Правда, пытаются это списать на определенные моменты в работе сил обороны. Врут, еще раз врут, террористы чистой воды. Мы видели в конце февраля очень много сообщений о сбитии Су-34, да, российских самолетов. Насколько это существенно, ну, для фронта и для, скажем так, возможности России или ограничения возможности России осуществлять нападение или наступление? Ну, во-первых, конечно, такой темп, который взяли наши воздушные силы и подразделения других сил обороны по сбитию вражеских самолетов, они не могут не радовать, потому что фактически каждый день и уже отсутствие, допустим, сводка генерального штаба
в графе сбитые самолеты или вертолеты одной единицы дополнительной, да, ну, это уже нас немножечко так разочаровывает. Ну, возможно, не самое удачное слово, но меньше радует, понятное дело. Что касается, насколько это каким кардинальным образом влияет или не влияет на фронт, конечно, это в любом случае хорошо. Это отлично. Что касается кардинального влияния на ситуацию на фронте, к сожалению, об этом мы сегодня говорить не можем. Мы реалисты, мы говорим о том, что сегодня у врага достаточно, мягко говоря, большой парк авиационных боевых машин. Поэтому мы можем говорить самое главное о другом, о том, что сегодня россияне пытаются использовать мясные самолетные штурмы. Вот такое даже сравнение приведу. По атакам на наши прифронтовые зоны, по атакам на позиции сил обороны, вооруженных сил Украины, потому что авиационная компонента у россиян сегодня, она как минимум на голову выше. Это не военная тайна, это правда. С другой стороны, те вызовы воздушные, которые сегодня есть, понятное дело, что вооруженные силы Украины пытаются найти и находят определенные рычаги, определенные инструменты для того, чтобы эту ситуацию изменить. Конечно, мы понимаем, что нам необходимо усиление авиационной компоненты. Я сейчас, наверное, уже тысячный раз, как и другие люди, вспомним о F-16, которые вполне вероятно появятся все-таки в нашем небе и будут выполнять ту сложную работу по установлению или какого-то минимального паритета именно в небе, именно в воздухе, потому что тогда мы сможем, скорее всего, отодвинуть вражескую авиацию от наших позиций. Тогда эти авиационные бомбы, которые сегодня летят массово, это просто там рекордное сегодня сбрасывание этих бомб на наши позиции, позволят нам немножечко уменьшить это влияние на ситуацию на фронте, потому что авиационная компонента, она прокладывает дорогу пехоте, вражеской пехоте. Сложнее бороться, это правда. Да, вот разные мнения ходят, что вот появление F-16 кардинально не изменит положение на фронте. Как вы это прокомментируете? Вот появление F-16 в небе над Украиной, как они могут повлиять, какие дыры они могут закрыть, которые сегодня есть в обороне Украины, скажем так? Ну, а давайте я вам отвечу таким образом. Посмотрите на те сушки, о которых вы уже спрашивали. О количестве их сбития, да, фактически мы говорим о том, что каждый день в среднем сбивается один самолет. Кто бы там еще пару недель назад мог сказать, что такая ситуация будет у нас в нашем небе. Это во-первых, да, и это без появления в небе F-16. То есть в любом случае появление этих самолетов, оно будет усиливать наши позиции, это позволит больше сбивать врага, и это позволит нам в любом случае укрепить свою активную оборону. На стадии именно активной обороны мы все сегодня и находимся. Казимир Борчук, очередные успехи в море. Вот этот катер, да, Котов, как его, да? Сергей. Да, Котов, да. Вот это вот успехи Украины в Черном море, корабли, которые топит Украина, российские. Насколько это ощутимо для той же России, для ее маневров в Черном море? Я так отвечу. Это прекрасно. Это просто прекрасно. И дальше больше. В любом случае, мы прекрасно видим, что Украина проводит именно наступательные, не контрнаступательные, наступательные действия в Черном море. Это тот театр военных действий, где наша страна преуспела, где преуспели наши силы обороны, потому что все вот эти потопления – это результат целенаправленной работы, это реализация той стратегии, которая была выбрана нашей страной, нашими силами обороны именно в Черном море. Да, мы сегодня говорим о том, что у нас нет, наверное, да, полноценных военно-морских сил в Черном море, но тем не менее нашли формат. Формат – это планирование операций, это задействование флотилии морских дронов, это активная, мягко говоря, активная, суперактивная работа службы безопасности Украины, Главного управления разведки, к военно-морским силам, других подразделений сил обороны. Это то, что приводит к таким результатам. Все, что мы видим, видите вы, видим мы, это в любом случае это уже констатация факта, это уже результат той целенаправленной работы, которая проводится в Черном море. Вы посмотрите на эти результаты. Ракетоносители, они находятся в порту Новороссийск. Ракетоносители, если выходят на боевое дежурство, отстреляют калибрами, их сегодня намного меньше используют. Были случаи использования во время
массовых ракетных ударов. Их надо пополнять, этот арсенал. Где пополнять? В Севастополе. А в Севастополь идти не хотят, потому что это небезопасно. Ну, собственно, Новороссийске небезопасно. Я напомню судьбу большого десантного корабля «Оленегорский горняк» в прошлом году. Порт Новороссийск. На рейде порта Новороссийск этот горняк был атакован нашими силами, нашими морскими дронами. То есть сегодня можно говорить о том, что в Черном море у российского Черноморского флота, а уже, наверное, вернее и флотилии, нет ни одного безопасного места, где бы не могло прилететь. Да, они, чуть не сказал, окапываются, да, пусть будет по-морскому окапываются, прячутся в бухтах, но в любом случае те расстояния, которые есть, и тот ресурс, который Украина наращивает, она позволяет эта стратегия сегодня быть реализованной. И, собственно, вы видите это фактически каждую неделю. Да, мы видим это каждую неделю. Господин Брачук, в Приднестровье вот эта попытка организовать, или организовали таки этот съезд депутатов всех уровней. Как вы это оцениваете? Что это было? Попытка провокации или какие-то внутренние разборки внутри региона? Вы знаете, ну, во-первых, насколько мне известно, это правда, да, впервые за 18 лет собрались эти так называемые депутаты так называемой Приднестровской республики. Я думаю, что с настоящим лозунгом, скрытым лозунгом этого так называемого съезда было такое выражение, как «верните нам контрабанду». Мы же прекрасно понимаем, что вот эти таможенные сборы, о которых говорила Молдова, что будет вводить и ввела с 1 января, это удар по тем доходам, незаконным доходам, которые присутствуют в жизни вот этих людей в том числе. Поэтому все вот эти голосования, они похожи на то, о чем я уже сказал. Верните нам возможность незаконно обогащаться, незаконно работать в нашей, ну, фактически преступной группировке, которую мы гордо называем ПМР. Поэтому тут все понятно. Чем надо это прикрыть, тем более используя момент войны России против Украины? Конечно же, политическими моментами, создать таким образом информационный шум, создать таким образом попытку демонстрации, что здесь существует некий источник напряжения, защита населения русскоязычного. Но методичка же не поменялась в любом случае. Поэтому методичка Кремля была использована. Другое дело, что все эти люди, в том числе и в Кремле, они забыли, что мир поменялся. Мир сегодня не, извините за слово, не ведется на такие информационные провокации. И, собственно, о втором фронте очень часто спрашивали. Очень коротко. Давайте так, мы же прекрасно понимаем, что если бы у России была возможность открыть второй фронт, так называемый второй фронт, она бы это сделала 24 февраля 2022 года. Все остальное, что сегодня происходит, это информационный шум, это попытка отвлечь и наше внимание, и внимание, в том числе официального Кишинева, и молдавского общества, в том числе, на то, что вот здесь сейчас что-то, извините, бомбанет. Поэтому шума было очень много. Чем закончилось в итоге? Закончилось тем, чем должно было закончиться. То, что делает Гагаузия или руководство Гагаузии, да, потому что Приднестровье, да, организовало этот съезд, так называемый съезд, приняло эту декларацию, которая была очень такая обтекаемая и так далее. Попросили только о дипломатических мерах, да. Но вот руководство Гагаузии, и при этом из Приднестровья никто в Москву не поехал, чтобы вручить эту декларацию руководству в России, да. Но вот Гагаузия почему-то поехала. Съезд не организовали, но поехали и попросили какую-то помощь. Это тоже попытка создать информационный фон негативный или подготовка к чему-то? Как вы это расцениваете? Я думаю, на сегодня это все-таки больше информационная составляющая, ну и, возможно, это объясняется чертами национального характера. Коллеги гагаузы, наверное, более эмоциональные, более горячи в своих действиях, вот поэтому приехали к Вале Стакану. Извините, что я о женщине, но Матвиенко — это не женщина, это будущий военный преступник, которого будут судить в международном трибунале. Поэтому, ну, может, кому-то захотелось проехаться в Москву, давно там не были, но вот так получилось. А что дальше? А дальше ничего. Я думаю, что в ближайшее время точно. Ну и насколько я помню, а вы уж точно лучше меня знаете, какую политическую силу представляет глава этой делегации.
Господин Брачук, я благодарю, что нашли время и пришли к нам Спасибо, ответить на наши коллега. вопросы. Спасибо большое. Да. До свидания. До свидания. Всего Слава доброго. Украине. Слава Украине. Героям слава. Друзья, 2 марта в Кишиневе отмечали годовщину конфликта на Днестре, войну, годовщину этой войны. Были памятные мероприятия, визит президента Майя Санду и руководство стороны спикера парламента, представителей правительства к мемориалу воинам, погибшим в этой войне. И это как бы в последнее время мы не часто видели, в любом случае я не часто видел каких-то памятных мероприятий, посвященных этой войне. И вот Майя Санду на моей памяти, наверное, первый президент, который обратила внимание, скажем так, сделала это, скажем так, обратила внимание, уделила внимание всему этому важному символу, да, молдавской независимости и суверенитету, если можно так выразиться. О том, чем была эта война или чем был этот конфликт, я предлагаю поговорить с журналистом-документалистом Андреем Капторенко, который в последнее время с Верикой Татару проводит очень много времени на левом берегу и освещают события, которые происходят там. Андрей, приветствую. Добрый вечер, Михаил. Андрей, спасибо большое, что нашли время и пришли к нам прокомментировать эту ситуацию и ответить на эти вопросы, потому что на самом деле не хотелось бы, чтобы это событие прошло мимо. И как бы, да, мы здесь, особенно в Гагаузии, об этом практически ничего не знаем. У нас тогда были свои какие-то терки здесь, да, с Кишиневым. Но, опять же, начну с такого базового вопроса. Как правильно называть это, то, что было в 92-м году? Это конфликт или это была война? Что это было, Андрей? Ну, во-первых, спасибо за приглашение. И я все-таки не эксперт, но очень внимательный наблюдатель. И то, что я, работая над нашим проектом Димкола Денистру в зоне безопасности, так называемой, мы и раньше к этому относились как к войне, но сегодня мы однозначно можем сказать, что это была война. Был не конфликт. Конфликт случается между соседями, конфликты случаются в семье, а когда танки стреляют, пушки стреляют, это война, это не конфликт. Это моя точка зрения, и то, что люди нам рассказывают, то, что люди переживали, и тем более, если провести параллели с тем, что мы практически на наших глазах происходит сегодня в Украине, то мы видим, что в 92 году наша маленькая республика, она прошла через такую же трагедию, просто в более мелких масштабах, потому что мы маленькая территория. Ту же самую трагедию, которую сейчас переживает Украина, вы имеете в виду, да? Да, однозначно. Именно все так и было. И самое страшное в этом контексте, что когда начинаешь разбирать и все нарративы, и ситуации потому что мы были свидетелями в 2014 году агрессии России в Украине, крымская история, донецкая история. И мы сейчас видим то же самое у нас, к сожалению. К сожалению, мы опять слышим те же нарративы, которые были в 92 году. Просто я лично тогда был еще слишком молодым человеком, чтобы понимать и воспринимать все серьезно. Но сегодня я помню, мне был 21 год тогда. Вот. И я вижу, что сегодня все начинается заново. Что вы имеете в виду? Ну, я имею в виду те же самые нарративы, те же самые разделения в обществе, те же самые страх, это румынофобия. Я, например, очень много общаюсь, потому что я вырос в Кишиневе, я вырос среди русскоязычных, так сказать, друзей в этом кругу. И я чувствую от своих бывших коллег, от тех, с кем я общаюсь,
Я вот слышу вот эти эти пугалки, которые были в 92-м, в 91-м, в 90-х годах, вот когда говорили, что Молдова это присоединят к Румынии и все такое прочее, и что мы не румыны. То есть вот эта вот фобия странная. Э, Почему 30 лет эта война была предана забвению фактически, да? Как ты это объясняешь? Ну, потому что она, наверное, была выгодна кому-то. Она... Выгодна война или выгодно предать ее забвению? Нет, было выгодно, чтобы такой статус сохранился. То есть и не война, и вроде бы там наши люди, и вроде бы территорию мы не контролируем, и вроде бы и бизнес надо с ними вести. Оно все как-то неясно. Я опять же скажу свои последние наблюдения, когда 2 марта вот сейчас мы находились на посту Варница Бендеры, вот на территорию непризнанного ПМР, и за полчаса, наверное, на территорию непризнанное вот это вот образование зашло 8 фур. С чем эти фуры были, не знаю, то есть непонятно, но зашло 8 фур. С чем они туда зашли, почему они туда зашли, что это за такие у нас с ними вроде бы санкции, вроде бы надо контролировать. Почему? Не знаю. Как-то люди, которые пришли почтить этот день вот у этого колодца памяти, они очень возмущались. Я видел взрослых мужчин, которые воевали в 92-м, защищали свою землю, и они говорили вот у могилы этого Иона Фулга, который воин, который погиб, боец, который погиб тогда в 92-м году, они говорили, что ну как нам чувствовать себя, когда в Приднестровье едут фуры, за моей спиной стоят российские солдаты с оружием в руках, то есть вооруженные, и я тут типа в свободной стране пришел вот почтить память убитого товарища. Какой-то абсурд получается, в принципе. Не кажется, Миша, вот если взять просто и вот оглядеться вокруг? Ну да, потому что те, кто сражался, ну, имеется в виду со стороны правого берега, называют это войной за независимость и суверенитет, за суверенитет и независимость. Разбой пенто суверенитатиш и индепенденция, да, то есть получается, что до конца Молдова не добилась этого суверенитета и независимости. Так получается? Или как это? Получается так. Получается так, потому что даже сейчас, когда мы вот были вот так, вижу, ты включил эти видео с этого мероприятия, так вот представь себе, даже 2 числа во время этого мероприятия было бы абсолютно нормально, если бы вот эти вот так называемые миротворцы, которые находятся буквально в 30-20 метрах от этого места, которое сейчас мы видим на экране, если бы они, понимая, что будет пресса, что будут люди с камерами, вот как мы оказались там, но они будто когда видят нас, они прям сами приходят, и здесь, я не знаю, если вы оставите этот момент, но все это закончилось тем, что пришел какой-то комендант, какой-то странный дядька с оружием, и начал нам, что здесь нельзя снимать, и вы вообще... И еще говорит, мы с ним разговаривали на нашем родном языке, и при этом он требовал, чтобы мы еще и говорили с ним на русском. Я ничего не имею против русского языка, как видишь, мы с тобой тоже прекрасно им пользуемся, но вот этот момент, но просто когда мне кто-то требует говорить на русском, хотя бы даже не извинившись за то, что он не говорит на моем родном, я считаю верх невоспитанности, но если не сказать более. Ну, а насколько правильно называть их миротворцами? Ну, как бы официально у них статус такой, да, но они... Официально, но ясно, что они не миротворцы. Ясно, что это просто захватчики. Вот они сейчас, украинцы с ними воюют и силой оружия их выбивают. Мы, к сожалению, себе этого позволить не можем, потому что мы не можем.
мы не до такая, мы больше территория, нет у нас ни армии, ничего. Нет у нас сил с ними воевать, потому что у нас даже оружия нет. Вот, поэтому они этим пользуются, нашей слабостью, нашей нерешительностью. Ну, а хотя бы сказать им, что они агрессоры, что они... Почему нет? Вот мы себе это позволяем сказать. Потому что так наш президент тоже неоднократно говорит о том, что они находятся незаконно на территории Республики Молдова. Почему у меня должно быть к ним отношение, я как-то должен к ним как относиться? Я видел, что они творят в Украине, что они натворили у нас в 92 году. Мы вот начали наш разговор по теме войны 92 года. И я вот хочу сказать, что это очень слово не могу подобрать, впечатляет тот факт, что при любом застолье, в любом доме в селах на берегу Днестра, когда ты садишься за стол, люди обязательно через, так скажем, второй, третий тост, они обязательно вспомнят ту войну, они обязательно вспомнят, через что они пережили, они обязательно еще раз помянут тех, кого больше нет с ними. Это, то есть, война, она живет в воспоминаниях людей до сих пор. И более всего, вот, что им обидно, особенно вот мы это ощутили, ну, практически в каждом селе, они говорят, вы знаете, вы там в той части Молдовы, вы живете, у вас этого всего не было. Когда мы эвакуировали своих детей и своих женщин, на базаре в Кишиневе играла музыка, Кишинев веселился, а мы здесь прятались в подвалах и искали оружие, чтобы защитить свои дома. Вот это так было, такие вещи нам в основном люди рассказывают. А сейчас у них какое-то разочарование, потому что 30 лет ничего не происходило, а сейчас хотят, даже не знаю. Сейчас вот люди, я даже смотрю, что происходит между ветеранами. У них нет, они, ну, синтуниц. Единство, нет единства? Нет единства, да, они разделены, каждая организация что-то требует, они спорят, кто воевал, кто не воевал. Когда смотришь на это со стороны, особенно вот молодому поколению, которое вот не понимает как раз и не знает, что тогда происходило, они видят вот эти вот движения среди ветеранов, и я думаю, что они тоже теряются в догадках, что же было на самом деле, и кому верить, кого слушать. Есть надежда на реинтеграцию, Андрей, вот в этих условиях? Не знаю. Я не хочу быть пессимистом просто в этой. Я очень хочу быть оптимистом. И я уверен, что все будет хорошо. Но просто я исхожу из того, что вот я приезжаю и разговариваю с людьми. Вот, в принципе, вот это мой козырь, потому что мы работаем именно не с какими-то организациями, мы не читаем, а вот именно с людьми общаемся. И меня пугает, что у нас страна, наше общество, оно мне напоминает, знаешь, напоминает такой какой-то сосуд, ну, в нашем случае небольшой, заполненный какими-то разноцветными надувными шарами, вот это пространство, понимаешь? И вот у нас есть один шарик красный, один желтый, один зеленый, голубой, всякие такие вот шары, и они все абсолютно разные, и ни один не согласен ни с кем. И у нас вот, не знаю, возможно, это советский менталитет, вот это коллективное мышление, когда в Советском Союзе все были один за всех и все за одного. Сейчас людям стало сложно думать самим и высказывать свою точку зрения, иметь свою точку зрения. И поэтому меня, например, вот пугает вот это единство, которое происходит вот в Гагаузии, в Приднестровье,
вот эти анти-Европа. Ну, единство против Кишинева в данном случае, да, и там, и там. Единственно, против Кишинева, да, они считают, то есть, но это было возвращено, это даже непонятно, знаешь, это как мы слышали, что в больших странах тоже всегда происходит вот против центра, периферии, как бы возмущены центром тем, что он привлекает все инвестиции. Непонятно здесь Но что. там экономические, скажем так, терки, если можно так выразиться. Здесь А у они нас далеко... идеологические в У нас основном, потому что идеологические. какая у нас экономика? У нас экономика, у нас дождь, если не пойдет, у нас не будет экономики. В принципе, Еще один если- вопрос, еще один аспект, который я хотел бы с тобой поговорить, это о котором хотел бы с тобой поговорить, это отсутствие этой войны в обществе, в массовой культуре. Ее мало фильмов, ну, о ней практически не говорили. Почему? Она жила только в воспоминаниях людей, о которых ты говоришь, которые живут в зоне безопасности, и ветеранов, которые воевали тогда. Ну, потому что у нас и не было фильмов. У нас вот первая работа появилась сейчас, очень такая, и то комедия, и то, на мой взгляд, не знаю, я не хочу обидеть наших кинематографистов, но мне кажется, что они немножко поспешили снять комедию или сценаристов, как они решили именно вот эту историю. Мне кажется, она немножко не к месту, и для того, чтобы снимать комедию, которая по войне 92 года, наверное, нужно было сначала снять какой-то фильм серьезный, который бы что-то объяснял хотя бы. А так у нас ничего. У нас программа, у нас не было даже телевизионных программ каких-то, чтобы сказать, что вот... Ток-шоу каких-то, да, ты имеешь в виду? Да, на эту тему. У нас всего этого не было. Мы поэтому и для нас стало шоком, потому что когда мы начали работать над этим проектом, во-первых, удивительно было, что появились на это деньги. Это не были большие деньги, это было очень мало денег, но деньги появились, можно было хотя бы работать и делать это. Это очень интересная история, это нужная история, потому что эти воспоминания все, они уходят, они теряются, они обрастают легендами, потому что даже сейчас вот уже сложно некоторые вещи воспроизвести, потому что прошло все-таки такое количество лет. Люди уже уходят, которые были вовлечены в эту историю. Поэтому это очень важная тема, тем более для такой маленькой страны, как мы. Андрей, вот как бы темы конфликта или войны в Приднестровье нет не только, скажем так, или войны на Днестре, да, если так правильно ее называть, да, нет не только в массовой культуре, ею как бы особо и не занимаются и средства массовой информации, и журналисты. Ими она тоже предана каким-то образом забвению. И сам конфликт сейчас, вот этот вот политический, который есть, да, между правым и левым берегом, тоже особо не освещается. Почему, с этой точки зрения? Ну, наверное, потому что это, если честно, наверное, это никому не надо. А тем, кто это должен делать, им это реально не надо. Потому что, вот смотри, мы обратили внимание, что никто туда не едет вообще-то. Вот мы не видим оттуда репортажей, не видим оттуда никаких журналистских работ, ничего не видим. Когда спрашиваешь своих коллег, почему вы не едете, мы не едем, потому что они не разрешают нам снимать, они то, они сё. Люди, наши журналисты туда едут только когда приезжают какие-то иностранные корреспонденты, и они только сопровождают. То есть иностранные корреспонденты могут приезжать, и наши журналисты могут их сопровождать, или даже, если это еще хорошо, если наши поедут их сопровождать, они будут их сопровождать кто-то из Тирасполя, потому что от фиксера тоже очень много зависит. Ну, вас Верика туда уже не пускают, я правильно понимаю, да? Ну, не знаю, посмотрим. То есть, во всяком случае, нам официально никто не говорил, что
что у нас запрет на въезд. Но я уверен, что да, они не очень рады, когда мы туда приезжаем, потому что мы всегда задаем неудобные вопросы, то есть, в принципе, называем вещи своими именами, им это, естественно, не нравится. Вот, и да, как-то у нас с ними не сложилось отношения, но это, наверное, происходит потому, что только наше присутствие там в основном есть. Больше никто туда почему-то не едет. Все предпочитают работать либо по телефону, либо собирать информацию. То есть, не знаю, мне, например, показалось странным, что этот случай, который произошел 24 января, если я не ошибаюсь, в датах, когда они объявили вот этот вот 50-тысячный митинг, что туда никто не поехал из наших редакций. Мы когда ехали в маршрутке из Кишинева, там были только мы, и была еще какая-то журналистка, она говорила на английском, откуда точно не знаю, потому что мы даже старались не выдавать себя в маршрутке, потому что кто ехал в Тирасполь, поэтому так, но мы видели, что была только она одна, и вот мы приехали, никого не встретили из своих коллег, только спутник и кто там. Были только те, кто надо. Андрей, я благодарю, что нашел время, пришел к нам ответить на эти вопросы. Спасибо большое. Спасибо, Миша. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Станьте нашим патроном или сделайте разовое перечисление на нашем сайте. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой в Гагаузии. Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить о странном союзе. С одной стороны, странном союзе партии Возрождения в Болгарии и партии Возрождения в Республике Молдова. Как мы знаем, партия Возрождения в Республике Молдова, за ней стоит ШОР. Это одна из клонов партии ШОР, которая была признана неконституционной. И чем объясняется этот союз, и как вообще российская пропаганда и российское влияние работает, в том числе и в Болгарии, я предлагаю поговорить с Татьяной Станевой, журналисткой, общественным деятелем, режиссером из Украины, которая также работает и на болгарскую аудиторию. Татьяна, приветствую вас. Здравствуйте, очень рада слышать, уже во второй раз. Да, уже во второй раз рад вас видеть. Спасибо, что нашли время и пришли к нам, потому что я знаю, что у вас сейчас идет премьера вашего фильма. Кстати, поздравляю с премьерой. У вас в Болгарии недавно была премьера. Вы пытаетесь достучаться до болгарской аудитории, я правильно понимаю? Да, то есть фильм был не просто из сердца войны, так как я внутренний человек, в Украине живу, и меня окружают эти герои. Я живу среди них, я одна из них. Но цель этого фильма и прямая аудитория – это каждый зритель в Болгарии, потому что в фильме я отвечаю на самые распространенные вопросы, которые мне задавали все эти 2 года болгары в Болгарии, и я отвечаю на эту брехню, на пропаганду русскую, и аудиовизуальный продукт, на самом деле, я обожаю его, я поэтому работаю в киноиндустрии, потому что это, наверное, самый лучший метод, инструмент влияния, инструмент, когда ты можешь не просто там рассказать про историю, а человека погрузить в обстановку. И ответить на вопрос, а как это на самом деле жить во время войны, да? А как на самом деле чувствуют себя украинские болгары, потому что большая часть населения в Болгарии интересует именно диаспора, не вся Украина как таковая. Интересуют свои. Как свои. И на этой ниточке русская пропаганда очень сильно играет, используя нас, манипулируя нами. Тягая нас туда-сюда, говоря брехню, и мы, естественно, знаем, кто это говорит, зачем это говорит, и, как журналист, я с детства была так научена, я думала, что все так анализируют информационное пространство, но, к сожалению, нет, но я сейчас просто азы пытаюсь каждому, с кем я говорю, говорить, люди, когда вы читаете какую-то новость, всегда задавайте себе вопрос. Кто пишет, кому пишет, и вам станет абсолютно ясно, зачем пишет.
Все, просто так ничего не бывает, когда кто-то что-то говорит, значит, кто-то, ну, стоит за этим, кто-то за это заплатил. А, Ну, соответственно, ну, когда ты за это платишь, то у тебя должна быть какая-то личная мотивация, зачем. Вот поэтому, ну, бороться с русской пропагандой и с ИПСО, который сейчас очень бурно в Украине распространяется, и в Болгарии, и вообще во всех странах, которым у России есть личный интерес и амбиции. Я все время говорю, что когда засиливается какая-то пропаганда, вот прям засилие идет, всегда будьте начеку, потому что просто так не сеются деньги на такую пропаганду, и то годами. Значит, у России какие-то амбиции по отношению к этой земле и к этой стране. И Молдова, к сожалению, да, одна из сателлитов Москвы, которую Москва даже никогда не считала самостоятельной сильной державой. ну, с точки зрения Москвы мы сателлиты, да, ну, как бы. Да, они вас... А сейчас мы, слава богу, сателлиты Украины, да, то есть как бы в этом, я вот решил уточнить. Да. А сейчас они вас обвиняют в обратном. Да. Но я познакомилась с ситуацией относительно того, что делает партия Возрождение в Болгарии, и как она тоже использует эти ниточки болгарской диаспоры в Молдове. И я хочу очень сильно, я не знаю, прям обратиться, если можно, используя вашу площадку, да, к людям, которые, ну, может, как-то нейтральны, или не разобрались в ситуации, или, ну, все-таки испытывают какие-то патриотические чувства к партии Возрождения, вообще там к болгарской диаспоре и так далее, люди. Я вас умоляю, когда мы уже прошли этот путь в Украине, я вижу, как Болгария, как потом Молдова повторяет наши ошибки. Мы также были наивны, думая, что Россия братский народ, что Россия никогда на нас не нападет. И все эти пятиколоннические партии, политические силы, всю эту пропаганду и каналы российские, мы на них не то что не обращали внимания, мы как бы типа так, ну, они не будут сильно иметь влияние, но как-то не обращалось должного внимания, мы были слишком толерантны. А я смотрю на Молдову, и я просто удивляюсь, это, наверное, самая толерантная страна вообще в мире, которая позволяет и автономии, и все, что хочешь, делайте все, что хотите. И при этом я удивляюсь просто, что эти же люди, граждане этой страны, не соизволили до сих пор выучить элементарно румынский язык, государственный язык, да? То есть люди даже, ну, живя в этой стране такое время, я не знаю, чья это ошибка. Это, опять же, чрезмерная толерантность Молдовы, неправильное проведение национальной политики. Или люди просто так настолько манипулируемы, засилие русской пропаганды. Наверное, это очень много факторов, которые приводят к вот таким вот результатам. Но, ребята, не становитесь на те же грабли, не наступайте. Потому что мы пришли из-за своей слишком большой терпимости, из-за нашей наивности, мы сейчас проливаем кровь. Невозможно, да, я за свободу слова, да, я за толерантность, я за то, чтобы там все имели все права. Но в такое военное время, когда рядом буквально какие-то осколки падают на Молдову, буквально, а не просто, да, то, ну, наверное, надо как-то, ну, запрещать. Я не знаю, я понимаю, что это противоречит всем там европейским канонам и демократии и так далее, но перед лицом такого сильного агрессора мы все поняли, что европейская демократия слаба. Дать отпор. Слаба, потому что не готовилась к таким вызовам, к сожалению. Абсолютно. Если вот возвращаться к партии Возрождения и Возрождения, и которые ну, всем... Татьяна, я прошу прощения, я прошу коллег дать эти кадры, как Возрождение приехали в Молдову, да, подписывали... Да, Костадинов, да, как Костадинов приезжал в Молдову и подписывал договор с представителями партии Возрождения. Да, извините, Татьяна, прервал вас. Да, вот это, кстати, в кадре, где он в парламенте, я дам контекст, да, это он в парламенте выступает за
поддержку Виктора Петрова. Виктор Петров, Да. он первый заместитель Башкана Гагаузии, ну или председателя Да. исполкома Гагаузии. Виктор Петров недавно попал в санкционный список Европейского Союза за продвижение очень сильной антигосударственной, антимолдавской повестки в Республике Молдова. И вот господин Костадинов вышел на трибуну парламента и начал задавать вопрос, почему посол Болгарии не встречается с Виктором Петровым, видите ли, гражданином Болгарии, да? Мгм. И Ну, видите- почему это Европейский Союз наложил санкции на гражданина Болгарии? Понимаете, вот такой вопрос задал Костадинов, да. Ну, смотрите, этому человеку я в прямом эфире самого большого болгарского телевидения BTV кинула вызов, что я хочу плюнуть ему в лицо за всю брехню, которую он распространяет, за что я имела потом некоторые проблемы. Я могу дать этот отрезочек, если вы хотите, с прямого эфира, чтобы показать, что... И я очень много раз пыталась с ним лично встретиться или в комиссии, или получить это право на ответ на эту брехню, которую он, заметьте, несет с трибуны парламента. То есть со всеми последствиями, вытекающими ответственностью и так далее. Он не стесняется врать. Но он не стесняется врать тогда, когда некому противопоставить, когда люди не в контексте ситуации. И я поэтому хотела очень сильно появиться там, и чтобы он, глядя мне в глаза, говорил ту же самую брехню. А говорил он про украинских болгар, то, что болгары, там, гагаузы и так далее, они не будут бороться, они ждут Путина, и Украина не должна давать, Болгария не должна давать оружие Украине, потому что иначе Украина будет убивать и притеснять наших болгар, и что Украина притесняет болгар и не дает им учить родной язык. Все, абсолютно все из того, что я только что перечислила, и он нес с парламента, все, стопроцентная брехня, стопроцентная. Понимаете, вот я как журналист, человек, который работает в медиа, я знаю, как продуцируется пропаганда. Она обычно строится на там 80% правды и каких-то 20% каких-то там сеяния неправды. А тут практически 100% неправда, понимаете? Неправда. Человек с большими амбициями, с обидой на Украину, потому что Украина ему влепила черную печать. Теперь он стал окучивать при въезде, то есть служба безопасности Украины очень хорошо сработала. Теперь же этот человек начал окучивать молдовских болгар, сея такие же сепаратические настроения. Когда я ответила на всю эту брехню через медиа в Болгарии и показывала и доказывала, что мы учим болгарский именно когда Украина стала независимой, что мы стали его учить, что моя дочь, я показывала книги, тетрадки, дневник ее, книги, которые отпечатаны Украиной. То есть мне было это немножко унизительно делать, но я понимала, что это нужно для того... Ну, знаете, почему унизительно? Когда ты должен на черное объяснять, что это черное. Но ты начинаешь думать, с тобой все в порядке, что ты вообще должна это, объяснять такие элементарные, очевидные вещи. Но всем этим людям, и Fact-Checking БГ есть такой ресурс в Болгарии, который требовал это, чтобы ответить на эту брехню, и я понимала, что это нужно, и я это делала. С этим он перестал уже, массово уже говорить об этом. Он начал другую брехню говорить, о том, что нам надо подумать, даже не брехню, а такие сепаратические настроения сеять в парламенте, что нам, мол, в Болгарии надо подумать про то, чтобы сделать болгарскую автономию в Бессарабии и в Украине. Ого, а вот это уже Да. серьезное заявление. Да. А это уже тянет на статью, извините, на реальную криминальную ответственность. Ясное дело, что и большая ошибка демократов, и я бы очень не хотела, чтобы Молдова повторяла эти ошибки, демократов в Болгарии, что они продолжают не обращать на него внимания. Собака полаяла, он успокоится. А он в это время едет в Молдову, окучивает болгар Молдовы, и эти антидемократические настроения, антиевропейские, антизападные, он противопоставляется, и никто не видит, как его влияние в разных странах и диаспорах, особенно болгар за границей, растет. Он сказал несколько побрехенек в своем выступлении, вот этом, которое вы показали. Бил на то, что у Петрова этого, есть болгарский паспорт. И он политик Молдовы. Ну да. Об этом он думает о том, что он может как минимум, ему могут повесить статью в Молдове только за то, что он как политик имеет 2 паспорта.
Ну, в Молдове за это статью не вешают. Как бы тут у нас практически у всех двойное гражданство. У кого Ну, у нас тоже. У нас это запрещено. не запрещено, да. Но он как политик, он служит народу Молдовы, правильно? Ну, получается, ну, как бы, да, его с Болгарией связывает только паспорт. То есть, как бы он политическую деятельность в Да, Болгарии каким не ведет. образом вообще можно манипулировать этим фактом? Причем к какому боку вообще сейчас паспорт Болгарии? Он политик Молдовы, он отвечает за свои политические действия и за свои сепаратические действия в Молдове. Причем тут вообще Болгария и Европа, скажите? А значит, раз они так реагируют на санкции, значит санкции работают? Значит, санкции работают, согласен. А каково его влияние вообще в Болгарии? Почему они это делают в Болгарии? Какова их цель? Потому что он сейчас занимает ту нишу, когда в свое время занимала такая крайне правая партия Атака Волина Сидорова. Да? Волин Сидоров сошел, получается, с политического Олимпа в Болгарии. И вот Костадин Костадинов со своей Возрождением сейчас занимает эту нишу. Насколько... Вот это День Болгарии, 3 марта, они на шибке с российскими флагами, да, то есть как бы только они такие массовые мероприятия делали в Болгарии. И там, кстати, были тоже представители Возрождения, вот Суходольский тут и так далее. Как они пытаются разыгрывать именно вот это вот 3 марта? Вот Василий Боля и так далее, тоже молдавский политик. Они разыгрывают, то есть они Россию в данном случае, вот это подмена понятия, о которой я говорила, когда люди не понимают исторических фактов и не знают на самом деле, что происходило. Сейчас в Болгарии происходит переосознание этого исторического события, этого праздника как такового, потому что слишком уж он сейчас связан с страной, которая признана всеми нормальными государствами страной-террористом, страной-агрессором. Но этот праздник запечатлел, Россия в этом всегда была мастак, они памятники сажали везде, на каждом углу, они названия улиц, первое, что делают, когда приходят в оккупированных территориях, они называют улицы своими там, то есть они следят, да, вот, они оставляют свои следы сразу, моментально. Метят территорию. Метят территорию, да, как кабеля вот эти. И получается, что таким образом, и в Болгарии было намечено очень много таких вот следов, и в виде памятника, в виде названия улиц, в виде праздников, где Россия обозначена как освободительница. Да. И теперь вот эти понятия, он жонглирует ими, пытаясь предоставить сейчас ее тоже как освободительницу, от чего никто не будет задумываться. Но вот она освобождает нас от геев, от чего там еще, от коллективного Запада, от НАТО, который напал бы. То есть, понимаете, вот эти нарративы, они сеются за счет вот таких вот манипулятивных событий, которые они вот делают, как они это делают. Также... говоря о Возрождении, да, то есть какую нишу он занял, вы абсолютно верно подметили, что да, он занял вот эту нишу. Потом во время пандемии он все время противопоставлялся официальной власти. То есть во время пандемии он был антиваксером. То есть вы понимаете, все антиваксерщики, все вот при всем уважении, я не хочу, чтобы кто-то обиделся, но это факт. Все антизападники, сейчас он там начал говорить о том, боже, как на русском, продвигать вот эту мысль про выход Болгарии из Европы, про выход Болгарии из НАТО и так далее. То есть, вы понимаете, он начинает сеять эти, и по кольцу Овертона, по-правильному, то есть сперва сеет, потом это кто-то начинает воспринимать, потом он референдумы делает, потом, то есть какие-то опросы социальные. Все это очень легко делается на самом деле. Если нет сопротивления в обществе. Вот почему общество должно очень сильно обратить на это внимание и на корню подрезать. Но для этого нужно, чтобы общество было сознательным, трезвым, адекватным и умным. Все люди, которые следуют Возрождению, в основном это необразованные люди, у которых с логикой, с причинно-следственной связью большие проблемы, которые элементарной истории не учили и не разбираются в фактах, не разбираются в политике. Это очень люди, которыми легко манипулировать. Вот всю вот эту нишу занял партия Возрождения и Копейкин. Хорошо, мы с вами ходим вокруг да около, но не произносим главную мысль.
он продвигает российские нарративы. Абсолютно. Есть ли какие-то доказательства того, что он каким-то образом связан с Россией? И каким образом, если есть? Ну так недостаточно того, что он всегда говорит в сторону России. Этого, мне кажется, достаточно. Его даже в Болгарии, у него прозвище Копейкин. Копейкин, да. В То смысле, есть вы все намекаете на знают- деньги, да? Вы на деньги намекаете? Да, все знают, что он сидит на копейках у Москвы. То есть Ага. поэтому многие демократы даже не воспринимают его из-за этого. Что с ним говорить? Он агент Кремля. То есть они все это знают, нормальные люди. Но они не, я все время говорю политикам-демократам, говорю, послушайте, мы должны ответить на его брехню не ради него самого, чтобы там утверждать его самолюбие, а ради тех людей, которые его слушают, которые, возможно, не определились. Еще знаете, какую карту он использует? Очень сильно использует патриотическую карту. Он почему-то взял монополию на патриотизм, опять же подменяя понятие, потому что, мне кажется, более патриотичного ничего не может быть, как готовность отдать жизнь за свою землю. Да? То есть то, за что типа он пропагандирует, он осуждает нас, болгар Украины, которые проливают кровь за свою родину и которые борются, потому что Украина наша родина. Но опять же, его понимание это такое, что Болгария должна раздать абсолютно всем болгарам паспорта и сделать там автономию, сепарироваться и так далее, что болгары Украины воюют за чужое государство. Он совершенно не понимает, что он говорит. Понимает, конечно. И то есть эти все нарративы, это с методички с Кремля, ничего нового, абсолютно ни по какому новому сценарию Россия не действовала в никакой своей войне. Там в Грузии были те же самые нарративы, они защищали русскоязычное население, да, в Чечне. То есть везде была одна и та же методичка. Они сперва активируют вот эту пророссийскую часть населения, финансируют, льют пропаганду, готовят почву, сеют там эти семена, и потом с танками и солдатами они приходят на жатву, чтобы сжать уже эти плоды своей работы. И, наверное, последний вопрос, если можно, очень, очень коротко. Вот Болгария, в принципе, с начала полномасштабной войны, Болгария очень активно помогает. Мы видим оружием, да, передала практически все свое старое, еще с советских времен вооружение Украине, несколько пакетов помощи, да, и несмотря на коалиционное правительство, которое есть в Болгарии, в любом случае Болгария продолжает помогать. Вот насколько опасны действия Копейкина в Болгарии в этом плане, да? То есть общество, насколько восприимчиво к нему? Не только его электорат, но и остальная часть общества. Ну, как вы знаете, в результате 47-го созыва и, боже, как на русском, парламента, да? Да, народное собрание, да, народное собрание. Да, народного собрания, он стал председателем комиссии болгар за границей. Соответственно, человек, это было вверх лицемерия, я так понимаю, что это было по квотам как раз молдовских болгар, за что им огромное спасибо, в кавычках. Но это было просто в тот момент, когда, я еще один факт скажу быстренько, мы писали письмо коллективное, обращение от украинских болгар в парламент, президентство и в министерский совет, для того, чтобы обратили на нас внимание, не манипулировали, не лили пропаганду, заняли наконец-то позицию. И в этот день, когда принималось решение по наданию, про подачу оружия в Украине, это письмо было прочитано в парламенте Кременой Куневой. Когда Кремена Кунева прочитала его, а мы подписали его буквально за 2 недели быстренько в Фейсбуке, подписало около 800 человек, мы четко следили, чтобы это были люди исключительно из Украины, из бессарабских болгар, да, из вообще украинских болгар, я предпочитаю так делить. Да, уже пора уже разделять, потому что да, потому что мы живем под разными политическими зонтиками, как мы видим, и это неправильно, потому что под бессарабскими болгарами мы подразумеваем молдовскими. И не подразумеваем таврийских болгар, крымских болгар, там, одесских, херсонских, поэтому в контексте войны, в контексте сейчас современных событий я предпочитаю называть нас, украинских болгар, не бессарабских, не за географическим. Значит, и получается, что 800 подписей мы собрали, даже чуть там больше. И он вышел
сразу после этого взял это письмо и типа говорит, ну, а кто... Он к тексту не мог придолбаться, потому что текст был просто неимоверно крутой, мы реально коллективно его писали, мы там вычитали абсолютно все там какие-то недочеты, и но он сразу попытался дискредитировать подписантов, да, то есть, а кто эти люди? Это, скорее всего, украинские эти государственные служители, чиновники, чиновники, которых Украина заставила подписать. Ну, понятно, что это неправда, 100%. Но кто-то ответил? Нет. И эта ложь пошла дальше в массы. Но, слава богу, вот это очень хороший факт и новость, что после этого все-таки было принято решение о том, чтобы дать оружие Украине. Очередное решение, потому что там же несколько было уже этих решений, смотря какое оружие, разное оружие. И потом у нас были снова выборы, и слава богу, уже 48-й сегодняшний парламент, созыв, уже проукраинский и проевропейский, и Возрождение, понятное дело, вместе с БСП и с другими в оппозиции. И, соответственно, в парламенте действующем, я очень рада видеть эти кадры, сейчас очень много поддерживающих Украину и наших людей, которые адекватные, умные люди, которые понимают, зачем нужно поддерживать Украину. И поддерживает ее. И я так знаю, что БТРы уже в пути, если уже не приехали. Да, это очень хорошая новость. Татьяна, я благодарю вас за то, что нашли время, пришли к нам в эфир. Я думаю, это очень важная тема, важно понимать, как Россия действует в различных частях Европы, в том числе и в Болгарии, в том числе и в Украине среди болгар, в том числе и в Молдове. Спасибо большое, что пришли и поделились своими взглядами. И вместо «до свидания» скажу, будьте внимательны и соблюдайте личную гигиену информационную. Информационную, да, согласен. Спасибо большое, Татьяна. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цена свободы». Не забывайте подписываться на нас и делиться этим видео, отправлять его своим знакомым и близким. Увидимся через некоторое время. Мы берем небольшой технический перерыв на 2 недели, после чего мы вернемся со свежими силами и с новыми выпусками «Цена свободы». До свидания.